Поважані сябри, вітаю вас у церкві Вознесення. На початку нашого служення, як звичайно, давайте разом супольно помолимся. Отче наш, який есть в небесах, святися ім'я Твое. Приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам на каждый день, отпусти нам провины наши, как мы отпускаем виноватым нашим. Не уведи нас в искушение, или избави нас от лукавого. Бо Твое володарство и сила, и слава во веки. Аминь. Дякую, Господи Боже, за все Твое доброе, что мы имеем, за то, что Ты дал нам сегодняшний день прожить на этой земле грешной. Дякую, что сегодняшний день Господь благословил, як Он обещал, всякую справу наших рук благословить, и Твое благословение, но завсёды над народом Твоим. Дякую, что и зараз, где мы собрались у имя Твое двое, те хоть трое, там и сам Христос завсёды серед нас. И я прошу, коли ласка, благослови кожного тут присутного, благослови кожного, хто слухає, хто буде співати во славу Твою, хто буде молитися, хто буде свідчити, кожного благослови Твоим всяким благословением. Нікого не отпусти от Тебе ни с чим, але кожному дай то, що йому не хапає. Кому потрібно супокой душі, дай, коли ласка, супокой душі. Кому потрібно целення тіла, дай, коли ласка, целення тіла. Кому потрібна такая матеріальна потреба, коли ласка, восполни всякую нашу потребу по Твоему богатству и славе. Хай уславится имя Твое навечно. Отец наш, Бог великий, святый, Царь небесов и земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Будем спевать огольным спевом Дух Святый. Твое слово правды вечной, як стремень воды живой, Ты любовь во мне, я Твой. И меня сховай, обрани меня спокоем, наполняй меня собой, хотя широко. Твое слово правды вечной, як стремень воды живой, Ты любовь во мне, я Твой. Только Ты один, да поможешь мне разгонить приди до нас. Почувствуй меня своим життем, посади меня за своим столом, наполняй меня правдой живой. Своим столом, наполняй меня собой, хоть рукой. Твое слово правды вечной, як стремень воды живой, Ты любовь во мне, я Твой. Только Ты один, Ты поможешь мне разгонить Господь. Почувствуй меня своей
Наполняй собой, ведь зачем Твое слово правды вечное, и в степи твоих живой, и любовь мне, я твой. Дух Святый, Ты той, кто мне потребен. Дух Святый, Ты той, кем дыхаю. Дух Святый, меня Ты наполняешь, и Тобой я живу. Дух Святый, небесный голубь, Дух Святый, огонь и ветер, Дух Святый, Ты так мне любишь, дороже за все на свете. Дух Святый, небесный голубь, Дух Святый, огонь и ветер, Дух Святый, Ты так мне любишь, дороже за все на свете. Дух Святый, Ты дух усыновления, дай заведешь меня. Дух Святый, даешь Ты мне натхнение и любовь от Тебя. Дух Святый, небесный голубь, Дух Святый, огонь и ветер, Дух Святый, Ты так не любишь, дороже за все на свете. Дух Святый, небесный голубь, Дух Святый, огонь и ветер, Дух Святый, Ты так не любишь, дороже за все на свете. Святый, небесный голубь, Дух Святый, огонь и ветер, Дух Святый, Ты так не любишь, дороже за все на свете. Дух Святый, небесный голубь, Дух Святый, огонь и ветер, Дух Святый, Ты так не любишь, дороже за все на свете. Дух Святый, Ты той, кто мне потребен. Дух Святый, Ты той, кем дыхаю. Дух Святый, меня Ты наполняешь, и Тобой я живу. Дух Святый, небесный голубь, Дух Святый, огонь и ветер, Дух Святый, Ты так не любишь, дороже за все на свете. Дух Святый, небесный
Уважаемые сябры, сегодня я збираўся разом с вами почитать трохи старожитных пророков, у прыватнасці пророка Еремію, что пророки писали про такие часы, подобные тым, у якія мы зараз живем, и что, як нам жить, что нам рабіць, что ранее люди рабілі ў такія часы. Але так здарылася, что якраз на этом тыдні ко мне звярнуліся некалькі чалавек с таким пытаннем, что у пошуках такого супакою души, что нема супакою, все так на нервах, все так беспокойство нейкое. И вот у размовах с вами так само я часом чую, что и вы просите молиться за супокой, супокой в доме, супокой в души, супокой внутри себя и супокой вокруг нас. И вот я думаю, что это промовляю Всевышний, что треба нам уделить трохи часу такому питанню, як супокой. Супокой душам нашим, супокой. И вот давайте про это и поговорим. Почать можно с того, что отбылося у ночь народження Христова. Памятаете, что у тую ночь, когда Христос народился, пастухи были на поле, пасвили там овечек, и з'явился им анёл и сказал, что обещаю вам великую радость. Народился Збавитель, который есть Христос Господь. Слава Вышних Богу, на земле супокой, усім людям доброй воли. Христос у первую ночь, когда только Христос народился, одразу анёлы объявили, что супокой, супокой усім людям доброй воли. И вот про это обещание Божье, значит, як Господь обещает супокой, и что нам треба зрабіць, каб супокой пришел к нам, як нам треба что зрабіць, каб наполниться этим супокоем, каб знайсці супокой душам нашим. И вот в интернете пишут, что люди в нашей краине помирают не только от вирусу, а и от стрессу, от чакания всяких хвороб, от чакания всяких бедствий, захворел на нервной почве и помер. И есть великая колькость так званых психосоматичных хворобов, хворобы, як кажуть, от нервов. Даже вот такая хвороба, как педикулез, и то бывает на нервной почве. Коли человек наученый, а еще лепей, коли он с самого детства наученый, с самого молодого возраста, коли он наученый, знаходить это, заховывать супокой духу, чтоб там не отбывалося, уметь заховывать эту супокой духа, лагодность сердца, радость, почування, то вот как не было нервной почвы, на якой возникают и вырастают разные хворобы. И вот, глядите, все бы ранее жили у царстве зла. Як каже пророк, дрэнна нам жилося там, кепска обыходилися з нами, крывдзілі нас, били нас, подманывали нас, обкрадали нас, принижали и пригнетали нас, зневажали нас, унижали нас, здзекаваліся з нас, жорстко примушали нас робить всякие брудные справы. Это размова ідзе про то, як мы жили раньше в грехах, як мы жили в этой краине, которая духовно называется Содом и Египет. И вот, конечно, дрэнна там жилося, мы были там несчастными, и про які супокой могла ісці там размова. Про які супокой могла там ісці размова, коли мы жили вот сярод вот этого вот усяго бруду, усяго того греху, сярод усяго того зла. И ясная справа, что там супокою ніякага знайсці было немагчыма. Але як тыя бежанцы, мы утеклі с этого царства греху, царства зла, мы утекли с царства грехов и сховались у Царстве Божьем. И тут мы находим и супокой, и радость, и вызволение от всех вот этих вот беспокойства всякого, и находим супокой. Тых, кто приходит до Его, Господь скажет, что кто приходит до Меня, того не выгоню вон. Кто приходит до Его, не выгоню вон. Сказал Господь, что придите до Меня, все труждающиеся и обремененные, и я супокою вас. Придите до Меня все, и я супокою вас. Научитесь от Меня, бо я тихмяный и лагодный сердцем, и знойдите супокой душам вашим. Глядите, что пишет пророк Еремия. Мы говорили про старожитных пророков, что яны пишут и про такие часы, вот про те, в яких мы зараз живем. И вот один из пророков, пророк Еремия, пишет, книга Еремии 6:16. Так каже Господь, спыніцеся на шляхах ваших, разглядите, распытайте про шляхи старожитные, где шлях добрый. Идите по им и знойдите супокой душам вашим. Спыніцеся на шляхах своих,
распытайте, где той шлях добрый, идите по яму и знойдите супокой душам вашим. И Христос каже, научитесь от меня, бо я тихмяный и лагодный сердцем, и знойдите супокой душам вашим. Знойдите супокой душам вашим. Послание до римлянам, поглядите, что так само пишет Святое Божье Слово. Царство Божие – это есть праведность, супокой и радость у Духе Святым. Когда мы выходим у Царство Божие, то мы там находим и радость, и супокой, и праведность. Что такое праведность? Ну, можно сказать, что в этом контексте это отсутность таких явных никаких грехов и кривдов, которые мы причиняем іншим людям. Супокой – это ясная справа, что это супокой души, отсутность нервовости. И радость, ну, тут нема что особо объяснять, это зразумело, что это радость есть, добрый настрой, скажем так. Некоторые такие богословы, они лечат, что вот это три чинники таких, праведность, супокой и радость у Духе Святым, это такие указатели, что ты находишься у Божьем Царстве, ці як мінімум на шляху до Його. І коли нема у тебе радості, нема супокою, нема такого адчування спокійної совісті, то видать, що ти, можливо, збочив з дороги і трохи не туди йдеш. І треба хутче вернутися до супокою, до спокійних нервів, до спокійної совісті і до радості. І коли ти вже їх знайшов, тоді є велика вірогідність, що ти потрапив на верный шлях, який веде у Божие Царство, у збавлення. І от глядите, що то пише послання Ефесянам 6:12. Там розмова йде про те, що як знаходять от супокой, коли ти знаходишся у неких змаганнях, у яких умовах духовної війни, коли ти потрапив в некий вір, такі духовного змагання, коли все вокруг тебе кипить, коли все вокруг тебе вірує, коли зло там кругом. И вот тут есть зброя у нас, про которую пишет Евангелие. Значит, видите, давайте прочитаем послание до Ефесянов 6:12. Наше змагання не супроть крови и плоти, але супроть начальствов, супроть уладов, супроть мироуправников темры свету гэтага, супроть духов злобы поднебесных. Это коли нам подается, что супроть нас там ополчился увесь этот грешный сусвет, то треба ведать, что там есть улады, там есть начальство, есть мироправители темры свету гэтага. И вот супроть этих вот усіх сил злых нам дае Господь зброю. Вот, до речі, коли ми з Аллою тільки звернулися у християнство, почали ходити у церкву, для Алла говорила, що їй більше всього подобаються такі тексти, як де розмова йде про перемогу. Нам дана сила і влада, наступати на змея, скорпіона, всю силу ворожою. І ми завсюди перемагаємо. Народжений від Господа, він перемагає. І ця перемога, перемогша сусвітусь віра наша. Книга Откриття Яна... Да, той, хто во мне, той дужейший того, хто правит этим грешным сусветом. Той, хто перемагає, успадкує все. І от Алла любила вот такі тексти про перемогу. А мне больше за все подобались такие обещания Божие, это что дам супокой душам вашим. То есть життя, в котором мы вот ранее жили, сапраўды, там, ну, все было такое, и работа нервная, и дома так все нервное было. И вот тут ты приходишь в церкву, и там находишь супокой души своей, так все спокойно, так все тихо, так все добро. И вот мне вельми подобалось в христианстве такая махчимость находится в супокое, знайти супокой души своей. И вот этим супокоем и радостью я вот хотел бы зараз с вами поделиться трохи. И наше змагання, ну, не супроть крови и плоти, але супроть начальства, супроть уладов, и супроть мироправителей темры свету гэтага, супроть духов злобы поднебесной. Тут есть на этом свете и духи злобы, есть и мироправители темры, и такие злые начальства и улады. И вот супроть их дае нам Всевышний для перемоги, каб трымаць эту дапамогу ў добры час і перамагчы, ўсё перадолеўшы устоять, дае нам Господь некие тут вот виды зброи. Для этого примите полную зброю Божию, каб вы могли супротстоять у час лихи и все одолевши выстоять. Так что станьте опоясавшися правдою. Уявляйте себе, что вы взяли правду и опоясываетесь. Станьте опоясавшися правдою, опранувшися в броню праведности, обувши ноги у готовность обещать супокой.
зверніть увагу, обвещать супокой. Обвещать супокой далекому и близкому. Обвещать супокой. И не обвещать войну. Обвещать супокой. А найперш за все возьмите щит веры, яким сможете сгасить все распаленные стрелы лукавого. Вот это вот все силы злые, и духи злобы, и начальство, и мироуправники темры. И они будут посылать вам такие вот стрелы, огненные распаленные стрелы, как вас поранить, как вас забить по махчимости. Але у вас есть щит веры, яким вы можете сгасить все распаленные стрелы лукавого. Все распаленные стрелы лукавого можно сгасить. И шалом ратунку возьмите, шалом ратунку. Значит, вот белорусское слово шалом, и оно такое же самое, как и старожитное слово шалом. Видите, шалом, мои сябры, храни Господь ваш дом. Хай сердце прийде к вам, шалом, шалом. Неколи я отрымал за это верш приз от амбассады израильской в Минску. Дали мне корзину целую там ананасов и разных фруктов, и такие брелок вельми пригожий на ключе. Шалом. Так вот, шалом ратунку. То, что мы одеваем на голову, для того, как ворог не мог наш розум, не пошкодить наши думки, наш розум. И вот для этого мы одеваем шалом ратунку. И меч духовный, який є Слово Божие. Меч духовний, який є Слово Божие. Меч духовний, який можна отсекчи голову всякому этому силе злой. Всякому этому змею, скорпиону, все силой силе ворожей. Меч духовный, який є Слово Божие. Молитесь за себя. Как нам научиться приносить упокой и згоду в свой дом. Глядите, русский письменник Лесков пише, у його дядя шукав собі жінку, і у його було 4 дітей, 4 дівчинки, маті померла, і він шукав новую собі подиню, да, дітям маті, і от йому нехто там порадив, некий там добрий чоловік порадив, що знайди собі жінку-християнку. Вони вміють приносити упокой у свой дом. Яны умеют приносить супокой у хату. Я пропоную, как мы молились сами за себя и за наших близких, как нам научиться приносить супокой у хату. Как нам не перетворять эту хату у пекла соправдное, где там места нема супокою, але как научиться приносить супокой у свою хату. Коли мы все умеем, и женщины, и мужья, и дети, коли все умеют приносить супокой у свою хату, то сапраўды в этой хате жить одно задовольнение. Приносить супокой у свою хату. И як молиться, вот у меня есть приклад 2 девчонок, тоже в молодости я был знакомый вот с 2 девчатами. Одна из них была такая вельми нервная, все беспокойство некое. Другая такая спокойная. Христианки? Да, обе христианки. И я начал с ними ближе знакомиться. И доведався, что Аня, оказывается, каждый день читает одну и ту же молитву. Каждый Божий день она начинает с молитвы. И про эту молитву мы поговорим особенно наступным разом. Думаю, что эта молитва, она достойна того, варта того, как про ее поговорить особо. И такая молитва есть. Але я вам хотел привести еще несколько молитв, прикладов. Это приклады молитвы, якими мы можем молиться. Вот, например, глядите, Псалом 22. Господь, пастырь мой, я ніякой нестачи иметь не буду. И Он супокоил меня на зеленых пажитях. И Он супокоил меня на зеленых пажитях. И Он супокоил меня на зеленых пажитях. На тихие воды водить меня, на тихие воды водить меня. Супокоил меня на зеленых пажитях, и на тихие воды водить меня. И Он душу мою мацуя, керуя меня на стежке правды, деля имя своего. Коли я пойду в долину смертного тени, не убоюсь лиха, бо ты со мною. Твой жезл и твой посох, они супокоивают меня. Твой жезл, твой посох, они супокоивают меня. Твой жезл, твой посох, они супокоивают меня. Ты подрыхтовал передо мною трапезу на очах у моих ворогов, намастил олеем голову мою, шара моя переполненная благословениями твоими. Шара моя наполнена благословениями твоими до краев. Вот приклад молитвы, якую покинул нам псалмопевец Давид. Господь, пастырь мой, Псалом 22. Вот еще хотел привести одну молитву, якую покинули нам пророки Захар, Агей и Малахия. У часы, коли отбудовывался храм,
калі вярнуўся старажытны Божий народ з вавілонскага плена, пророкі Захар, Агей і Малахія склалі такую малітву, якая чыталася ў храме кожны дзень один раз, у суботу яна чыталася 2 разы, у такія святы, як Пасха і Пятидесятница, яна чыталася 3 разы. Эта молитва, она складалася з 14 благословенняў, і тут я сёння прочитаю вам 2 з іх. Одно з іх называецца благословение ворагаў, а другое благословение супакою. Прыклад таксама молитвы, якой і мы можем молиться. Наговорщикам хай не будзе ніякай надзеі. Всякое зло хай згіне мгненна. Все вораги народу твоего хай будуть хутка зруйновані, а зломисних викорані і знищи, скинь із міри у найближайший час. Благословлений ти, Господи, який кришить ворогов і принижає зломисних. Хай узбудется милосердность Твоя, Господи Боже наш, до праведников, сумленников, старейших народу Твоего, до позасталых письменников, праведных учнев и до всех нас. Отдай добрую знагородой усім тим, хто цалком на Тебе надзею ускладае, а нам дай долю з імі назаўсёды. Хай не посаромятся тыя, хто на Тебе спадзяюцца. Дай супакой, добро, благословение, прыязнасць, ласку, спачуванне нам і ўсяму народу. Благослови нас, Ойче наш, святлом ліка Твайго. Бо гэтым святлом даў Ты нам, Господи Боже наш, закон жыцця, любоў до добрачыннасці, справядлівасць, ласку, жыццё і супакой. Хай будзе заўгодна Табе благословіць народ Твой заўсёды і ва ўсякі час супакоем. Хай будзе заўгодна Табе благословіць народ заўсёды і ва ўсякі час супакоем. І яшчэ одна молитва, так званая благословение Аарона. Лікі 6:24. Хай добрословить Тебе Господь і захавае Тебе. Хай поглядит на Тебе Господь светлым обличчем Своим и умиложалится с Тебе. Хай поверне Господь обличчя Свое до Тебе и даст Тебе супокой. У імя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот коротко то, что я хотел бы вам сказать на сегодняшний день. Еще у меня есть казань еще на 2 разы. Еще наступный раз будет про супокой, и еще про 1 раз будет про супокой. Такие Святое Писание дає нам обіцяння супокою і дає такі шляхи, як увайсти в этот супокой, як його знайти. І от ми поговоримо, як знайти. От я вам дав сьогодні приклад нескольких молитв, якими ми можемо молитися для того, щоб супокой сиходив на нас, як закликати супокой на себе, як заховувати свою душу в супокої. Сьогодні я даю вам 3 таких от приклади молитвы. И давайте договоримся на наступный раз. Кожная пятница у нас огульно-церковный день такой молитвы с постом. Пост так само такая добрая речь для супокою души, каб знайсці супокой. Вельмі дапамагае, вельмі супокоивая нервы пост, вельмі супокоивая там все, что бушуе, тому, что кипит внутри нас, вельмі супокоивая пост. И давайте вот эту пятницу мы возьмем пост за наших близких, за наших родных, за благословение Господне над нашими домами, над нашими близкими. И будем молиться с постом. А в наступную неделю знову зустрінемося і поговоримо ще про інші заповіді, які дав нам Господь, яким чином ми можемо знаходити супокой душам нашим. Зараз давайте огульным спевом споем еще 1 спев, а после помолимся. Вот шалом, мои сябры. Шалом — это супокой, одночасово и радость. Шалом, супокой и радость. Шалом, мои сябры. Хай захавае Господь ваш дом. Шалом, мои сябры, храни Господь ваш дом, хай серце прийде к вам. Шалом, шалом, хоть вельми злий той світ,
яким мы все живем, хай наполняет нас шалом, шалом. Хоть вельми злый той свет, яким мы все живем, хай наполняет нас шалом, шалом. Отчиним сердце двери, живе Дух Божий в нем, и наполняет нас шалом, шалом. Усмешкайте хотеть, давайте день за днем, приносит радость нам шалом, шалом. Усмешкайте хотеть, давайте день за днем, приносит радость нам шалом, шалом. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, 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 ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла. Поднимем руки ввысь, до Бога узовем, пошли Господь нам всем шалом, шалом. Испытаем шляхи, якими мы идем, узнав дорога нам шалом, шалом. Испытаем шляхи, якими мы идем, узнав дорога нам шалом, шалом. Увойдем в храм святый, там вечность мы знайдем, и разом с ней Господь нам дарует шалом. Испытаем шляхи, якими мы идем, узнав дорога нам шалом, шалом. Испытаем шляхи, якими мы идем, узнав дорога нам шалом, шалом. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, Включайте ваши микрофоны и помолимся зараз. Сябры, коли есть молитовные какие просьбы, давайте. Ну, дякую Богу, як іде, хай іде спокійно все. Дякую Богу, все, Олег. Натхнили молитвы, так уже все добре. Як іде, так і буде. Добре, что все добре. Помолимся за супокой душам нашим, за супокой нашим домам. Помолимся за країну нашу Беларусь. Помолимся за то, как нам принять эту зброю, как у день злы супротстать и все переодоливши, перемогчи. Помолимся, как нам сустреться в добром здравии, в добром настрое, не хвореть, как иметь моцное здоровье. За это так само будем молиться. Как некая зараза, некий вирус там, некая трасца не могла нас взять. Бог Отец, дякую я Тебе за то, что Господь дає супокой душам нашим, за то, что Ты, кто приходит до Его, Господь не выгоняя вон. Дякую, что мы приходим до Тебя, труждающиеся обремененно, и Ты даешь супокой душам нашим. И мы находим это супокой. Выходим у супокоя мы уверовавшие. Как только никто из нас не спознился, как только никто из нас не спознился. Дякую, что мы можем супокоиться от своих усіх справаў, як Господь от своих у сёмы день. Дякую Тебе, что Господь пастырь наш, и мы ніяка нестачи мець не будем. И Он супокоил нас на зеленых пажитях, и Он водит нас ходом тихим. Где б мы ни шли, не убоимся лиха, бо Господь с нами. Твой жезл, Твой посох, и не супокоивают нас. Ты подрыхтовал для нас вечеру на очах у наших ворогов, намастил олеем голову мою, чара моя переполнена.
Дякую Тебе, що чара моя переповнена благословеннями Твоїми. Алілуя, Боже. Дякую Тебе, що справді чара моя переповнена благословеннями Твоїми. І я молюсь і прошу, допоможи нам прийняти ту зброю Божою, все переодоливши в день злий устоять. Не змагатися супроть наших близьких, не змагатися супроть людей, але прийняти ту зброю супроть начальствов, уладов, мироправителей темры свету гэтага и духов злобы поднебесной. Допоможи взять нам и перепоясаться истиною, обрануться в броню праведности, взять и одеть шлем избавления, обуться в готовность обвешать супокой дальним и ближним. И знайти этот щит веры, который можем сгасить усе распаленные стрелы лукавого. И меч духовный, який есть Слово Божье. Меч духовный, який есть Слово Божье. Допоможи Слово Твоего триматься, пам'ятати його, ведать, виконувати і не забувати. Меч духовний, який есть Слово Божье. Аллилуйя, Боже. Все переодоливши в день злый устоять. И знайти это супокой душам нашим. И разом вот с старожитными пророками молюсь и прошу, хай узбудется милосердность Твоя, Господи Боже наш, до праведников, сумленников, старейших народу Твоего, до позасталых письменников, праведных учнів и до всех нас. Отдай добрую нагородою всім тим, хто цалком на Тебе надію складає, і дав з ними нам долю назавсёды. І хай не посоромятся тыя, хто на Тебе сподяються. Дай супокой, добро, благословення, приязність, ласку і спочування нам і всьому народу. Благослови нас, Ойче наш, святом ліка Твоего. Богатим світлом дав Ти нам, Господи Боже наш, закон життя, любов до доброчинності, справедливість, ласку, життя і супокой. Хай буде завгодно Тобі благословить народ завсёды і во всякий час супокоєм. Бог Отец, благослови коляска кожного з нас супокоєм. Дай коляска супокой і нашим душам, і нашим домам, і нашим близьким, і наповни життя наше радостью и супокоем. Радостью и супокоем во имя Иисуса Христа. Хай згине всякая ворожесть, хай згине всякая нечистость, хай згине всякое зло, хай згине всякая сила злая, которая хотела приносить беспокойство, тревогу и некое зло. Хай згине всякое раздражнение, хай згине всякая злость, зайздрость, хай згине всякое зло и наполнится наше життя радостью и супокоем. Во ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Молюсь і прошу, каб этот час пошесті згинула всякая хвороба, згинула всякая немочь, згинула всякая зараза, и наполнилось тело наше здоровьем и силой во имя Иисуса Христа. Хай наполнится тело наше силой и здоровьем, как мы уславляли Господа у телах наших, які есть храм Духа, який живе у їх. Хай і у 120 годов ми скажемо, що ми такі самі дужі і моцні, як були у 20 і ще й дужейші. У ім'я Ісуса Христа молюсь і прошу, хай сповниться Слово Твоє, що Христос понес наші немочі, взяв наші хвороби, і ранами Збавителя ми оцелилися. Ранами Збавителя ми оцелилися. Ранами Збавителя ми оцелилися. У ім'я Ісуса Христа хай сповнится всякое доброе слово, которое сказал Господь про нас. Хай добрословить нас усіх Господь і заховає нас. Хай поглядить на нас Господь этим обличчям своїм і умиложалится з нас. Хай поверне Господь обличчя своє на нас і дасть нам супокой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Ласка Господа нашого Збавителя Ісуса Христа, любов Бога Отця і лучність Святого Духа, хай буде з усіми нами. Амінь. Помолимся ще огульною молитвою Ойче наш. Ойче наш, який єсть у небесах, святися ім'я Твоє, приди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам на кожний день, і отпусти нам провини наші, як ми відпускаємо винуватим нашим, і не уведи нас у спокушення, але збави нас від лукавого, бо Твоє владарство, і сила, і слава во веки. Амінь. Будем спевать огульным спевом гимн «Могутный Боже». Могутный Боже, владарству светов великих,
сонцев и сердц малых над Белорусью. Тихо и ветлой росы промень Твоей хвалы. Дай спору працы, что дёрной верой на лусту хлеба народный край по Богу силу и величь веры у нашу правду пришлось даю радливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли молот, зраби свободной, зраби счастливой, краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой, краину